Военно-морской политехнический институт уникален. Институт образован путем объединения 3 знаменитых военно-морских училищ. В состав института вошли Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени Дзержинского, Высшее военно-морское инженерное училище имени Ленина и Высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники имени Попова. Принципиальное отличие от других вузов Министерства обороны заключается в том, что наш институт является первым в мире военно-морским инженерным учебным заведением, образованным Павлом I в 1798 году. Тогда оно называлось Училище корабельной архитектуры. Сегодня Военно-морской политехнический институт обеспечивает более 50% ежегодного кадрового заказа военно-морского флота. Мы, как и раньше, продолжаем готовить высококлассных военно-морских инженеров. Военно-морской политехнический институт сегодня располагается в 3 военных городках: в Санкт-Петербурге, Пушкине и Петергофе. В состав института входит 6 факультетов высшего образования и 1 факультет среднего профессионального образования. Подготовка осуществляется по 13 специальностям высшего и по 10 среднего профессионального образования. Специалисты с высшим образованием обучаются 5 лет, и им по выпуску присваивается первое офицерское звание лейтенант. Срок обучения специалистов со средним профессиональным образованием – 2 года и 10 месяцев с присвоением воинского звания мичман. В Главном Адмиралтействе мы готовим военных специалистов по эксплуатации атомных энергетических установок кораблей. В Пушкине находится Центр подготовки инженеров-механиков военно-морского флота, где мы осуществляем подготовку высококлассных специалистов по энергетике кораблей, а также продолжаем готовить уникальных инженеров, кораблестроителей и водолазных специалистов. Там же у нас обучаются курсанты по военной специальности, применения и эксплуатации вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты кораблей. В Петергофе осуществляем подготовку специалистов радиотехнической службы военно-морского флота. Такой набор военных специальностей и отвечает на главный вопрос: почему мы политехнический институт? За последние годы на вооружение военно-морского флота поступили и поступают новые образцы техники и вооружения. После выпуска молодые офицеры распределяются на первичные офицерские должности, на новейшие надводные корабли и подводные лодки. Первичная должность – это, как правило, командир группы на кораблях 1 и 2 ранга или командир боевой части на кораблях 3 ранга. Это ответственные самостоятельные должности, связанные с руководством и обучением подчиненного личного состава. Практически любая первичная должность содержит в названии слово «командир», и это говорит о многом в содержании подготовки военных кадров нашим институтом. Практика у курсантов Военно-морского политехнического института проходит в конце каждого учебного года. Содержание места проведения практики зависит от года обучения курсанта. Например, после 1-го курса запланирована шлюпочная практика как основа военно-морской подготовки.
Второй и третий курсы проходят практику на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны, на надводных кораблях и подводных лодках, в том числе штурманскую практику на учебных кораблях Перекопе Смольный в дальних походах с заходом в иностранные порты. Стажировка курсантов выпускного курса позволяет закрепить знания и умения по первичной должности после выпуска и оценить способности курсантов действовать самостоятельно в реальных боевых условиях на кораблях и воинских частях военно-морского флота. Наши курсанты обеспечены красивой и удобной формой одежды на все времена года, отличными условиями проживания, трехразовым питанием с полноценным рационом. На втором курсе они заключают контракт, и уровень денежного довольствия за месяц с учетом всех положенных выплат составляет более 15 тысяч рублей. Кроме этого, один раз в год курсантам предоставляется материальная помощь, составляющая порядка 12 тысяч. Отпуск у курсантов 2 раза в год, 15 суток зимой и 30 суток летом с бесплатным проездом. Военная служба изначально подразумевает четкое распределение времени. У нас есть распорядок дня, где все расписано по минутам. Учеба, подготовка к занятиям, консультации с преподавателями, спорт, свободное время для чтения или просмотра фильмов. В выходные дни у курсантов есть возможность поучаствовать в культурно-массовых мероприятиях, сходить в музей, в театр, в парки. Площадки института расположены в непосредственной близости от знаменитых на весь мир дворцовых парков в Пушкине и в Петергофе. Кроме этого, в институте функционируют различные секции, где каждый курсант может реализовать свой творческий и научный потенциал. В тесной связи с образовательным процессом в институте организована военная научная работа курсантов. В настоящее время в институте функционирует 35 кружков военно-научного общества курсантов, в которых занимается исследованиями 72% курсантов от общей численности обучающихся. Ежегодно члены военно-научных обществ становятся победителями и лауреатами конкурсов научных работ военных образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, созданы все условия для занятия спортом. Есть спортивные площадки и спортивные комплексы. Курсанты играют в футбол, волейбол, баскетбол, занимаются греблей, плаванием, бегом, силовыми тренировками. Особое внимание в институте уделяется художественно-эстетическому воспитанию курсантов. Как я уже говорил, курсанты постоянно посещают театры и музеи Санкт-Петербурга. В институте сформирован литературный клуб. На каждой площадке есть музеи. В клубах института проходят концерты и дискотеки. Возможность ходить в увольнение есть у всех курсантов института. На первом курсе они увольняются по выходным и праздничным дням, а со второго курса еще и ежедневно после 18 часов. Конечно, могут. К примеру, командующий Северным флотом, герой Российской Федерации, вице-адмирал Моисеев, выпускник нашего института. Курсанты, добросовестно занимающиеся физической подготовкой и спортом и выполняющие квалификационные уровни физической подготовленности, а также имеющие спортивные разряды по любому виду спорта, ежемесячно получают дополнительную выплату в размере до 7 тысяч рублей. Как я уже говорил, прием пищи осуществляется 3 раза в сутки в соответствии с распорядком дня. Питание разнообразное, сбалансированное и организовано с элементом шведского стола.
Применение такого способа питания позволяет курсанту, исходя из его предпочтений в еде, сделать самостоятельный выбор из приготовленных блюд на завтрак, обед и ужин. Не будет преувеличением сказать, что курсанты нашего института – постоянные участники всех без исключения массовых мероприятий военно-патриотической направленности. Это парады, посвященные празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге и Москве, главный военно-морской парад, участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам истории России. Но, безусловно, главное событие в жизни каждого – это день принятия присяги и присвоения первого офицерского звания. И мы делаем все, чтобы эти события остались на всю жизнь в памяти не только курсантов, но и их родных и близких. На высшее образование рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие среднее образование 11 классов, из числа граждан, не проходивших военную службу в возрасте от 16 до 22 лет, граждан, прошедших военную службу и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву до достижениями возраста 24 лет, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в возрасте до 27 лет. На среднее профессиональное образование рассматриваются граждане Российской Федерации до достижениями возраста 30 лет. Среди кандидатов на поступление проводится отбор по состоянию здоровья, которое определяется военно-врачебной комиссией в военкомате, написание комплекса психологических тестов, сдача физических упражнений для юношей: бег 100 метров, бег 3 километра, подтягивание, для девушек бег 100 метров, бег 1 километр и наклоны туловища вперед. Оценка уровня общеобразовательной подготовленности. Поступающим на высшее образование наличие результатов единого государственного экзамена по математике, профильный уровень, русскому языку, физике или химии. Для поступающих на среднее профессиональное образование при оценке уровня общеобразовательной подготовленности учитывается средний балл аттестата за 11 классов.